Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы проходим с вами тему, которая является логическим продолжением предыдущего урока. На предыдущем уроке мы с вами рассматривали определение полиспаста и его назначение устройства. Сегодняшняя наша тема – это определение кратности полиспаста, ребят. Теперь цель задачи. Цель – это определение кратности полиспаста различными способами. Немножко повторим, ребята, что у нас было на прошлом уроке. Что же такое полиспаст? Полиспаст – это у нас система подвижных и неподвижных блоков, служащих для выигрыша в силе, если это силовой полиспаст. Здесь, на данных схемах, ребята, вы можете видеть условия вот этого закона. То есть можете посмотреть. То же самое здесь написано у вас словами. Закон физики. Выигрываешь в силе, проигрываешь в расстоянии. Что же это значит? Представьте, что здесь у вас цельный канат, расстояние какое. Здесь тот же самый канат, но вы сгибаете его пополам. Здесь тот же самый канат по расстоянию, по длине я имею в виду. Но вы огибаете его уже в несколько раз его. Соответственно, вы теряете в чем? Правильно, вы теряете в расстоянии. Но выигрываете в силе. То есть каким образом? Посмотрите, здесь нагрузка действует. Вот она, целая нагрузка. На сам кран, грубо говоря, грузоподъемность полная будет действовать. Сама масса груза будет давить с полной нагрузкой. Здесь масса груза будет делиться пополам. Посмотрите внимательно, пополам. И здесь уже, соответственно, когда мы добавили уже несколько блоков, то есть еще раз повторяю, что такое полиспаст? Это система подвижных и неподвижных блоков. Вот она как раз у вас такие системы. Большая система уже. Она будет давать уже в 4 раза выигрыш силы, грубо говоря, в 4 раза. Что же такое кратность полиспаста? Как она определяется? Есть два условия. Я выбрал самое такое актуальное, которое самое простое, объясняющее кратность полиспаста. Чему же она равна? Кратность полиспаста равна числу огибаемых блоков, если канат сбегает с неподвижного блока. И число огибаемых блоков плюс единица условно, если канат сбегает с подвижного блока, ребят. Что же это означает? То есть, еще раз говорю, полиспаст – это система подвижных и неподвижных блоков. Вот у вас канат. Один конец закреплен у нас неподвижно на круговой обойме, обычно он закрепляется, другой конец каната у нас крепится на барабане, если силовой полиспаст. Соответственно, посмотрите здесь. Посмотрите здесь. Здесь у нас, соответственно, будет выигрыш силы в 2 раза, в 3 раза, в 4 раза. Есть и другой способ определения полиспаста, кратности полиспаста. То есть по числу ветвей, которые запасованы или которые огибают именно подвижный блок, ребят. Посмотрите, вот здесь 2 ветви, здесь 3 ветви, здесь 4 ветви. Соответственно, 2, 3, 4 раза. Но я сам, помните, я вначале еще сказал вам, что приблизительно в 4 раза. Почему? Потому что идет у нас еще потеря на силу трения. Не забываем о силе трения. Теперь посмотрите на первую схему и на третью схему. Что вы можете сказать именно по нагрузке, приходящейся на кран, ребят? Теперь для закрепления материала, ребят, небольшая самостоятельная работа. Перед вами схема простых двойных полиспастов. Что же вам нужно сделать? Здесь у вас, грубо говоря, уже указано кратности полиспаста. Именно по схеме должны будете определять. Либо, то есть, посчитать количество ветвей каната, которые запасованы в подвижном блоке. Он тоже вам покажет, получается, именно вот это число покажет кратность полиспаста. Она должна быть, соответственно, равна вот этим числам. Спасибо за внимание. На этом наш урок закончен.